Но все равно это все было очень жестко. Это было, ну, как сказать, без чувства того, что они делают что-то не так. Без смущения. Или без смущения, да, вот рефлексии, без рефлексии. Наверное, в отдельных случаях точно, абсолютно с удовольствием. Об этом уже постфактум можно судить. Я вот и 27-го был, и 3-го. Я вот конкретно вот при этих эпизодах не присутствовал. Но то, что я видел, что людей просто стоящих выхватывали, значит, и заносили. И даже в тех случаях, когда человек сам готов был идти. Нет, они его бросали на землю и именно тащили. То есть, ну, в этом есть какой-то маньячизм, так сказать. Нет, зачем? А может быть, в этом есть расчет, может быть, начальство как раз и говорит, да. Демонстративно задерживайте, да, демонстративно заламывайте, демонстративно отводите, даже если человек не сопротивляется. Ну, а дальше уже творчество масс, чтобы понравиться начальству, там, вот наш взвод. Переусердствовать. Да. Ну, да, я думаю, да, это абсолютно точно была команда именно жестить, как они говорят. Почему? Потому что, ну, нужно вот этими репрессиями показать всем следующим и возможным новым, так сказать, участникам протестов, если они продолжатся, чтобы вот так будет, чтобы внушить страх, конечно. Вот я давно это писал, что в Крыму, например, ФСБшники, ну вообще вот руками этих всяких Росгвардий, понятно, что за этими всеми людьми стоит политическое руководство. Ну, безусловно. Да, они использовали на самом деле средневековую технологию публичных казней. Просто сейчас не нужно убивать массы людей и там жечь костры под ведьмами и еретиками, да? Но надо это показывать. Вот они в Крыму, когда крымских татар там брали, они же там собак, вертолеты, окружают кварталы, да, и берут при этом людей, у которых ничего в руках нет, да. Но это все они даже допускали по первости, и сейчас допускают, в принципе, чтобы это показывали. То есть и сами снимают, и рекламируют свои вот эти подвиги в борьбе с терроризмом, там, с чем угодно, да. Вот это действительно тактика, может быть, стратегия такая, да. Запугать так, чтобы в следующий раз еще меньше вышло. Кстати, по количеству. 27 июля, 3 августа. Как? Динамика на снижение абсолютно точно. 27-го я могу судить, потому что я прошел всю зону протеста. Просто проще было считать. Это же не прогулка по бульварам, как 3 августа. Она растягивается на километр, и ты не понимаешь, кто где, так сказать, концентрируется. Там все-таки был достаточно узкий пятачок. В 2 местах. Это 27 июля, это была площадь Пушкина, если вот кто-то представляет, как она в Москве расположена, и 2 переулка: Камергерский, Столешников, с Малой Дмитровки до Тверской. Вот эти 2 участка, там все остальное было перегорожено, Тверская и так далее. Там было больше, я думаю, раза в 2, наверное, точно. Народу было больше. И, конечно, эта динамика впрямую зависит от этих репрессий. Впрямую зависит от публичности этих действий. Ведь то, что мы говорим, почему они не боятся, так сказать, того, что это будут снимать, и даже сами привлекают, прессе-то, в общем, сильно они не препятствовали работе. Они кого-то брали, тут же выпускали. Практически не препятствовали. Почти вот мы видим Тимура Олевского, журналиста в настоящее время, который сует микрофон человеку, у которого больно, но которого фактически казнят, наказывают. Это фактически пытки. Это же мы видели, что он не формально бил его поколением, а бил поколением так, что, в принципе, могло и сломаться. Я думаю, что переломы там и есть. Да, и вот журналист на весь мир через большой русскоязычный канал показывает, что вот смотрите, что происходит, при этом никто не вмешивается, и они друг друга держат, а кругом стоят 10 человек, я видел кадр этот вот в большом видео. Да, я его сам постил у себя в Твиттере. 5 человек, значит, с айфонами стоят, фотографируют, а человек не просто там, его не просто задержали, человек мучается, ему наносят побои, ему больно, он страдает физически. То есть в таких случаях, ну как вот при тебе кого-то бьют, ну нормальная реакция любого человека, конечно, да, это остановить, схватить за руку, за дубинку и так далее. Ничего подобного нет. Вот ты видел какие-то моменты сопротивления, хотя бы когда там человек 5 выхватывали обратно человека или что? В 2-3 случаях, вот особенно в Столешниковом переулке, там, где они сталкивались с цепью, впереди стоящих не столько ОМОНовцев, сколько вот полицейских. Там такое происходило. Все-таки с ОМОНовцами и частично с Росгвардией там я этого не видел. С полицией еще как-то, да, вот с обычными рядовыми полицейскими, ну, они такие невзрачненькие и так далее. Там в отдельных случаях это происходило. В отдельных случаях, когда пытались кого-то задержать, обычные сотрудники, там еще молодые люди пытались как-то отбить и так далее, когда получалось, когда нет. Но вот возвращаясь к тому, что ты говоришь, почему публичность является важным, таким имманентным, да, присущим элементом вот этого всего, чего раньше не было. Потому что раньше все-таки стеснялись на камеру такие вещи делать,
А Бог знает, вдруг начальство возмутится, где-то кого-то там же тоже порой наказывают ретивых, особенно исполнителей. Для вида, так сказать, демонстративно, но фактически никогда не наказывают. То есть здесь как раз мы увидели нечто новое. Это новое связано с тем, что не бойтесь, это нормально, на все дана индульгенция, все разрешено, и пусть Олевские снимают. Нормально. Вот он ему сует, помогайте, давай, спрашивай его, как он там